Не, да как понять-то вообще? Взяли трос, поставили. Вы что, гоните, что ли? Вот дела, блин. Не проехать же, блин. Ну что, прокатимся. Оба. Смотрите, какие красоты стали. Просто резко. Я еще, помните, неделю назад вам говорил, все зеленое. Через неделю будут вот такие пейзажи. Охренеть. Ну что, братцы, всем привет. Осень в самом разгаре. На ливне пора, ребята. Погода шикарная, плюс 5. Мокрит дождик такой, моросит. Ну сейчас немножко угомонился. Вышел на хода, ребята. Второй час дня. В общем, ребят, рыбалка по налиму. Долгожданные мои точки, ребята, вода немножко прибыла. Есть расчет подняться. И тут просто такая подача от дорожников, ребята. Перекрывают мост. Не знаю, почему не так рано. Середина сентября, а тут, ребята, моста нету. Просто судоходное вот это пространство они перекрыли. Как так вообще? В прошлом году, ребята, я тоже попал. Правда, я уже возвращался с рыбалки. Еду домой обратно и смотрю, стоит трос. Но когда выплывал, его не было. Хорошо по краям. Был, где ставни стоят, была вода большая, я там прокарабкался, короче, и приехал домой. Да, вообще дела, звонил, говорят начальству. Ну, будем разбираться, ребят, будем ругаться по-любому, потому что как так? Я понимаю, как-то большая вода, снег, там, шуга, надо держать понтон, а тут воды нету толком, они уже перекрывают. Ладно, ребят, ну ничего не оставалось, иду вниз, иду на свое любимое место, в Бор. Попробуем там. Хотя хотелось подняться, ребят, конечно. В общем, что, погнали, ребят, порыбачим, попробуем поставить доночек. Взял сегодня новые закидушки, плюс 2, так что попробуем. Там, в принципе, место небольшое, ну, налима, ребят, я там доставал, так что можно порыбачить. Ну все тогда, что, не будем терять времени, дрова, доночки. Пока дойдем, пока доберемся. В общем, как раз уже и вечерок будет. Ладно, все, полетели. Вон они прелести, ребята. Ай, красиво-то. Солнышко бы еще было. Было бы вот так. Но я тем временем подхожу. Ну что, братцы, вот мои обрывы. Это мое любимое место. Правда, когда я ходил пешком, это самое любимое место мое было. Ну, сегодня здесь и переночуем. Посмотрим, ждет налим меня здесь, нет? Да. Водички-то совсем чуть-чуть прибыло. Вообще немножко. Капелюшечку.
Капелюшечку. Ну что, братцы, все, я на месте. Да, я смотрю вот относительно, когда я здесь рыбачу. Но вода вот буквально вот тут в траве. Блин, это какой уровень надо воды, чтобы как-то она было приблизительно понятно. В общем, не знаю, попробуем здесь заночевать. Будет тут налим, не будет. Блин, тут еще и места, ребят, мало. Места маловато раскинуться. Но вот так в целом можно траву вот эту всю брать, пробовать. Не знаю. Ладно, поднимемся, посмотрим, что наверху. Ну, а наверху небольшой беспорядок, но в целом, в принципе, нормально. Вот здесь костровище. Вот там мы все дожгем, пережгем. Какие банки будут, соберем, так как недалеко от дома. А водка у меня полупустая. Все эти банки железные соберу потом. А так вот, цак-цак, борик. Красота. Старые ребята. Грибочки стоят. Все, они уже были заморозки хорошие, они уже отошли. Так, друзья, ну что, я чайку попил. Все нормально. Ветерочек. Прохладно сегодня. Блин, лишь бы дождя не было, ребят. Лишь бы вечер без дождя был. Так, в целом, взял палаточку маленькую свою, спальничек, кухонку, ну, доночки, пилу обязательно. Пройду сейчас, ребят, по краю, посмотрю дровишки. Сушинка, может, какая-нибудь будет. Надо дров заготовить сразу же, чтобы потом не думаться. Наколоть, нарубить, короче, натаскать. В общем, посмотрим. Так, это что у нас? Нормальная и нормальная. В принципе, она сама упала. Гнилая вроде. Гниловатая. Так, а тут что у нас? Ну вот это поплотнее будет. Малышка-то. Поплотнее упавшая. Пилил ее кто-то давно уже. Тоже упала. Она поплотнее. Но она слишком толстая. Далеко мне надо тащить будет. Тут тоже пилено уже. Смотрю, растаскали прям неплохо. Баланчик валялся. Но его сейчас кромсану. Тут еще нормально дров.
Здоровенная, блин. Здоровенная зараза. Это гнилая. Вот эти чурбанки пойдут, ребята. Нормально их поколоть. Хорошие, плотные. Такая штука стояла, вот все вот раскомсали по рыбалкам. Тут что-то макушка какая-то, не пойму. Тоже, наверное, возьмем. Заодно берег почистим. Пойдет. Стоят пни, ребята. Тут этот плоховат. А вот этот, допустим, пойдет. Когда-то пилили его. Ну, пойдет. Тоже на дрова. Все сгорит, ребята. Тут еще нашел в кустах намытую. Нашинковал. Корни попилил. Здесь зашинковал. Короче, хватит нормально. Правда, везде по всему периметру 100 на 100 метров придется таскать просто. Ладно. Это пыль. Сейчас чайку попьем. Разденусь и начну таскать. Бурундучок, ребята. Оп, полосатый. Живет прямо здесь, в корне. Вот там живет. А вон он смотрит на меня. Малыш, привет. Как там дела у тебя? Живет морда. А пускай живет. Местные бродяги. Ночью придут потом кушать просить. С тем расчетом, ребят, дрова заготавливаются не за тем, чтобы там согреваться там. У меня есть спальник, палатка, теплые вещи. Я не замерзну. Вон он выбежал опять, зараза. Побежал. Так, для настроения, для души и всего прочего. Ну все, вроде относительно сделал. Эти чербаны принес, ребята, корни. Они сырые, но все сгорит. Там с оттуда положил. Ну там буду закидушки ставить. И в целом, когда буду проверяться ночью, пошел обратно, идешь пустой. Чурку взял, принес, положил. Ну вот эту сосну там кто-то пилил тоже. Притащил, она сухая, кстати. Так пойдет. Ну и все относительно. Эти мощные чурбаны, ребят, расколем, запалим. Нормально. Пойдет дымок. Ну и все в целом. Все шикарно. Все шикарно, все красиво. Воды нету, ребята. Не знаю, что тут будет. Но воды нету. Так, что, пьем чайку. Дровишки поколем. И можно начинать, в принципе, расстановочку. Пока все приготовим, пока разойдемся, час пройдет, то и полтора. Вот там муравьи, блин.
Хорошо, говорит, в деревне летом. Не знаю. Сомнения, ребята, у меня идут бешеные. Но уже деваться некуда. Отстоим ночь, посмотрим. За ваше здоровье. Ну все. Теперь можно заняться делами рыболовными. Червячочки. Запаска. Донки. Червячочки, запаска, донки. Так, и я взял еще. Взял. Вот тут я взял червей, ребята. Груза. Запас закончились у меня. С Илюхой гоняли. Поотрывали немножко. Хорошо вспомнил. Ну, то бишь на донках-то есть. А если тут оборвусь, запаса не будет. Обязательно сюда это дело. И дендробены тоже на резерв беру. 2 пачки. Здесь основной резерв, так скажем. Туда это все дело. Хороший. Ничего не скажу. Дорогой только, блин. На запасик. Отлично. Так, это в костер. Сразу подпалим потом. Оба. Можно, в принципе, запалиться. Пускай дымит. Закидушек. Здесь еще позволяет, ребят, место. Здесь еще место позволяет. А вот там дальше склон. Если будет, ребята, налим или какая рыба, я не знаю, как буду доставать. Вот здесь еще можно. А так обычно вот эта заводь залита вся. И кидал тоже с бугров. Так, у меня в строю новые палки. Спиннинг 3-метровый. Валяется дома, думаю. Пойдет. Катушку нашел, правда, она слабенькая, 3000-я. Обычно на донке-то она помощнее. Ну ладно. Вот так как-то она будет у меня здесь стоять. Ладно, что, пока, в принципе, можно сильно не борщить с червем. Так, по парочку. И то мелочь сожрет. Самая основная перезарядка — это 8. Ну, в принципе, уже поздняя осень, не как поздняя, средняя, начало. Может и уже поклевка налима быть. Да и сейчас любая рыба может взять. Ну все, закидуха моя готова. Погнали. Ну как-то так. Как-то вот так, что ли, будем кидать. Чтобы бубенчик, блин, я на кончик не смогу поставить. Он будет слышно, если что. Пишут постоянно: Андрюха, закажи светлячки. Вот эти, знаете, ребят, на Алиэкспрессе мигающие. И светлячки-то можно их поставить, они будут светиться. Но вот именно поклевку, он стоит, получается, кто-то тряханулся, и она начинает моргать. И вот у меня 5 штук будет, получается. Вот так вышел напрямую. Ага, это моргает, и все нормально. А то я обычно ношусь, бегу. Какая, извини, какая. Ну с наливом-то ладно, что. Ну, допустим, блин, надо, ребят, заказать, блин. Смотрите, друзья, что тут творится. Как вот тут доставать? Если их возьмет на килограмма 2, поводком не достанешь. Так, все в порядке, все в порядке. Полетели. Какая-то палочка такая, доверия не внушает.
Так, на закидушке, ребят, я не рубил. Здесь были по месту. А вот на донышке надо сделать. Сегодня взял опять от Русберга нож Енисей. АУС 8, ребята, сталь. Подсказали, ребята, японская нержавейка. Вот такой клиночек. Я уже брал его на рыбалочку. Чистил рыбку. Отлично. Шикарно, ребята. Шикарный нож. Острющий. Мама родная. Очень острый. И сейчас на донышке тоже вырубим. Всяко разно. Многие сейчас скажут, опять начал рубить. Ребят, так это ивник и ольха вот эта. Она заполняет берега. И вот что раньше, допустим, здесь, ребят, галька была. Вот видите, вот этот обрыв и галька. Это вот все заполонило, вот это кустарник. Вот он начинает уже здесь расти. Там уже через 2 года, ребята, вот это все здесь будет заросшее. И так мест не осталось. И не надо, пожалуйста, ругаться, что вот рубишь ты там деревья. Это, ребят, не дерево, это куст, сорняк, так скажем. Так что нормально к этому мы относимся. 5 штучек вырубил. Вот такие. Хватит нам. Тут больше, наверное, не поставлю, ребят. Посмотрим. Посмотрим. Нож Енисей, ребята, ссылочка в описании. Много у ребят ножей. И промокодик, ребят, если будете смотреть, заказывать, не забывайте. Дрюня 11. Промокод 10%, братцы. Как-никак, все равно скидочка. Ну все, ребятки, дело сделано. 10 донок. Первые уже звенели. Ну, мелочь, понятно, херачит, короче. Ну и в концове 10 закидушек. Посмотрим, будет у меня батл. Донки, закидушки. Правда, места разные относительно, но в целом так, для себя сделаю. Донки, закидушки, кто кого. Погнали. Ах, прохладно, блин, ветерок. Пойдем костер делать. Ну вот и костерочек зашаял, ребята. Отлично. В общем, сколько у нас времечко? 5 вечера, ребята. Ровно причем. Ну нормально, нормально. Час-полтора и будут сумерки. В принципе, перед сумерками тоже могут быть поклевки. 10 донок, батл. А пока поставил под елочкой. Так, относительно. Так, ну что, хлебушек. Хлебушек, мамбебушек. Чем таким перекусим?
Ну, колбас есть, ребята. Колбаска с солями. Какая-то интересная. Что за такая интересная колбаса? А, нифига. Первый раз такое вижу. Смотрите, ребят. Что чудят, блин. Хлопцы. Ну, пойдет. Помидорчик свой. Свое, ребята, это есть свое, да? Ну, как-то так. Перекусим сейчас. Так, спальничек сразу. Что-то я решил, ребят, поставить палатку. Что-то мне кажется, что доланет дождь. Пускай будет уже готово все. Если что, залезем туда. Как-то что-то непонятно. И все, маленькая моя палаточка выручает, не промокает, все классно. Вот тут, пускай утягивать не буду, она небольшая. Ветер тут не особо гуляет. Но вот на реке, блин, мощно. Костер готов, лагерь готов. Кухня там, под елочкой. Нормально, живем. По таким рыбалкам, ребят, конечно, с пилой, с топором милое дело. Помню, бывали комментарии. Ну, там дело то, что я не выживальщик какой-то там. Там ручная пила какая-нибудь там. Ребят, если с ручной пилой сюда поедете, вы замучитесь здесь, а ночью замерзнете просто. Здесь совсем по-другому. Здесь надо заготовить много дров, чтобы это было быстро. Вот эта пила, хороший топор, и все отлично. Да, можно хворост вот этот рубить топором, но вот так, ребят, гореть он не будет, понимаете. Вот подпалил, пошел донки проверил, костра не будет. 5:30, уже сумерки потихоньку наступают. Все, надо потихоньку, ребят, готовиться. Сейчас полчасика и пойдем перезакидку. Так, ну что, 6 вечера, ребята. Перепроверка, ну, точнее, перезаброс. Все, уже начинаю в рыбалку погружаться. Сейчас проверку сделаю, и будет темнота полностью. Но я говорю, пока ставил эту вторую, третью, ставлю уже эти там, поддергивает мелочь. Так что донки стояли пустые. Ну, в целом,
Все, прохожу, заряжаю и начинаем. Ох-то, ребята. Ну я говорю, теребонькал кто-то. Окуньки. Окуньки маленькие. Ну, груз тяжелый. Они не могут позвенеть серьезно. Ах, заглотил еще, зараза. Он такой. Ну чё, рыбка маленькая, но кошка есть у нас. Под старость лет, ребята, 14 лет кошки рыбу начала есть. Может, поживет еще по рыбке, покушает. Тем более сейчас, когда поймаешь уже. Вот такой нёчек. Ладно, возьмем. Так, вот здесь трава, ребята, тоже неудобно. Вот здесь, по идее, нужна закидушка. Бац. И достал. А вот сейчас... О, рыба какая-то опять тоже, ребята. Полосатый. Еще один. О, мы и Соньки поймали рыбку. С вечера матросики, значит, повыходили. Окунь до сих пор жирует. Так что, братья спиннингисты на джиг, еще можно у нас долбить мелкий. Я, ребят, возьму кошки. И все так просто, ребят. Последняя и зацеп. Надо немножко по течению кидать, наверное. О, цепил вроде. Ну что-то оторвал, наверное. Поводок, наверное, оторвал. Это кажется. Ну нет, смотрите, братцы, отцепил. Так, туда, значит, не надо. Самую крайнюю правее чуть кидаем. Так, ребят, далеко кидаю. Походу там бровка. Из-за нее зацепляюсь. Ну, проходит через камни. Тут же тоже галечник идет, по сути. Значит, далеко не надо кидать здесь. Что-то снесло так. Неплохо причем. И тут тащит. А, здесь кто-то сидит. Просто. Ох ты, хозяин. Ёрш. Так, ну что, пока, наверное, не будем его брать. Так-то хорошая наживочка. Наверное, нет. Дистанцию найдем сначала. Ну вот и все, ребята. Вот и все. Побросал сейчас, короче, поближе вот эти поставил. Какая-то бровка вот идет, она с песком, походу. И вот, оп, грузил за нее зацепляется. Ну все, насадил по пучку червя. Ждем, ребята, ждем поклевку. Вот сумерки. Бывает тут по сумеркам тоже. Выход прям. Бам-бам-бам, резко. А так, в принципе, 9 вечера ждем. Короче, или сейчас, или еще только через 3 часа. Ладно. Над лагерем ночь, над лагерем ночь. Та-ра-та-ра-та-та. И улыбка твоя. Ну все, ребятки, освещуху. Даем свет, как говорится. Даем свет. Ставлю прожектор на второе положение. Многие спрашивают, китайские на Алике, ребят, заказываю. Только сразу мы с Женьком хорошие батарейки взяли. И все. И все дела, вся любовь. Вот так подвешу сейчас, чтобы все освещало и нормально. Походу что-то нагонит, ребята. Что-то он все усиливается. К вечеру наоборот должно все успокаиваться. Сейчас даже не услышишь. Очень сильный ветер. Ну вот. Такой свет пойдет. Как же хорошо, ребят, возле костерка сидеть. Спокойно. Только ты и костер. И чай. И твои мысли. Ох, сегодня я надумаюсь, по-любому. Будем. Ребята, поклевка. Первая. Где-то дальняя.
Где-то дальняя. Какая, блин? Самая крайняя, что ли? Фух. Где? Блин. Так четко звенел. Налим, ребята, был. Плохо слышно ветер. Я там сижу на бугре. Меня задувает там. Блин, вообще классно звенел. А какая, блин. Надо сигнализатор. Вообще непрерывно, блин. И все, ребят, молчит. Даже не качает. Я с обрыва услышал. Спустился за червями, звенит. Подбежал к первым, звенит, дальний. Сюда прибежал, и все. То бишь звон, блин, секунд 30 был. Мне кажется, что это нифига не налим. Белая рыба была, просто сошла с крючка. Придется переправлять все. Нет, здесь... А нет. Да. Да, я говорю, ребят, белая рыба. Лещ. Тихо, брат. Он что ли звенел? И стоит, молчит. Он какой матерый. Блин. Да когда вы угомонитесь, лещи? Блин, за килограмм, ребят. Я почему-то так и почуял, что это белая рыба. Это лещ. Я так и подумал, потому что он прозвенел и все, встал. Ну, лещ слабый на эту движуху. А налим все равно потом потряхивает. Ну что, с первой рыбкой, путевой, хороший лещ за килограмм. Ну что, придется доставать. Новый садок. Надежда, спасибо огромное. Вот ваш садочек идет в дело. Окуньков-то я думал. И, кстати, как назло, с прошлой рыбалкой, с последней, я садок оставил. Я оставил садок на берегу. Ну, надеюсь, я его заберу. Или кто, ребята, будете, верните, пожалуйста. Вот тут как раз под это место. Прям что ни на есть под это. Раз. И вся любовь. О, сейчас стыкаем. Вот так вот. Вот, смотрите, как классно, ребята. Как настоящий фидермен. Опа. Дровишки летят, ребята. Здесь ветер у меня, блин. Костер неправильно сделал. Немного надо было там. Вот стоит где палатка, там спокойно. А вот здесь как раз открыто. И сквал. Вот так прям сквозняк. Я и не слышу ни хрена звоночков. Ну, пока их как бы и не было особо. Ну, факт в том, что если будет звенеть где-то, я не услышу с таким ветром. Что, ребята, 9 вечера. Постоянно выхожу сюда на обрыв. Блин, ветер, ребят, не прекращается. Порывами херачит. И вот получается, если вот так видно, вот как раз прямая это. И вот у меня вот прям костер так получился. Неправильно я поставил. Ну, я просто на старом костровище сделал. Не стал уже где-то рядом жечь.
Выхожу так, чтобы хотя бы послушать. Потому что сижу там, вообще не слышно. Потому что налив может он зынькнуть и стоять качать. Ладно. Выхожу, так посмотрю. Вроде все в порядке. Иду обратно к костру. Покушать надо, братцы, что-то. Покушать. Так. Колбаса, помидоры, это понятно. Но горячий, ребят, никто не отменял. Есть у меня фрикадельки. Домашние причем. Кабачок. Яйца. О. Кашка, ребята, есть. Кашка перловая с говядиной. Как насчет кашки? Я думаю, будет неплохо. Дождь, кстати, моросит. Кашки, ребят, с фрикадельками, да? Нормальная штука будет. Братцы, красота. Фрикадельки. А решил на плитке пожарить. Сюда с собой. Не заморачиваться на костре. Красиво. Если кашки туда упанем, и будет шикарно. О, перловочка на гарнир. Даже мясо есть, ребята. Ну что, братцы, ужин готов. Быстро фрикадельки, банку гречек, точнее перловки. Сейчас хлебушком поем немножко. Ну, это явно много будет. Ну, поставлю. Потом ночью разогрею сейчас. Ах, ветер, дождь, ребята, не дает. Не слышу нифига. Ну, сейчас покушаем и на проверку сразу. Как обычно, ешь и поклевка. Какая-то из закидушек, ребят, сработала. Иду смотреть. Ага. Что-то есть, братва. О, хороший. Ребята, не знаю, батарейка хватит, не хватит. Допру я, не допру. Потому что у меня там садится уже. Куда зацепился? Кто там? Ладно, есть, братцы. Взял. Такой обрыв, блин, здоровый. Хороший. Смотрите, братцы. О, килограмм. Как минимум. О, выплюнул.
Ну это добряк. Все-таки вышли, родные. Блин, закидушка. Время 9:30. Сел кушать. Отлично, братцы. Вот он, песчаник. Никодимище. Круто. Бам-бам-бам. Слушай, кушаю. Ну вот это уже слышно. Такого-то понятно, что услышишь. Четко. Четко сработано, родные. Ну что, в нашем полку пополнение. Давай, родной. Подружись там с лещиком. 9:30. Бац. Сижу, ем перловку. Бам-бам. Ну тут явно, конечно, поклевка. Такую уже услышишь. Трясет нормально. Ну вот. Есть контакт. Распечатался, братцы. Распечатался. Тут такой обрыв. Кое-как его поднял, блин. Тут на килограмма 2 хапнет, все. Без подсачника делать нечего здесь. Даже налима. А если лещ попадется, так в любом случае оторвет. Ну, я имею в виду не поводок. Поводок здесь не оторвать. Поводки у меня здесь мощные. Губу оторвет. Ну, пойдет. 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 Вот клипсу я не поставил. Ну ладно, это не показатель тоже. Все. Кстати, здесь грузил у меня противотечение. Я, правда, его не заряжаю. Течение не особое. Тут как раз рогатулька такая слабая. Сейчас все закидушки проверил. Все четко, ребята. Мелочь не ходит. Нормально. Ну, относительно здесь течение. Галька с песком как-то. Немножко травушки. Ну, это совсем немножко. Это мелочи жизни. Так что можно не переживать, что мелочь грызет. Вон, смотрите, ребят. Немножко на узле травы. И все. Вот так в целом, он как насаживал, так и есть дендромончики. Шикарно все. Тут менять даже не надо. Погнали. Поближе попробуем. Короче, разные дистанции пробую. А, кстати, ребят, по батлу-то донка леща. Ну, 2 окуней я вообще не считаю в зачет. Закидушка налима. Рыбалка по налиму. Значит, выигрывает пока закидушки. Ну, это тоже так, относительно. Пока как-то так. Ну, рыбалка только начинается. Время 10. Вот первый у нас. Ну что, братцы, прошел по доночкам, перепроверил. Черви идеальные. Ну, где-то местами там немножко, короче, ёрш, может, или пескарь мелкий. Так в целом все пойдет, вообще все шикарно. Можно, короче, ребят, не переживать. А то обычно же ходишь, мелочь, не мелочь. Донки стоят, а есть там наживка, нету. Это же не живец. А тут все, ребят, ровно. Немножко грязи, вообще ни о чем. Короче, все шикарно. Че, одного взяли? Хорошенький. Порадовало местечко. Ну, дай бог, не последний. А теперь можно посидеть возле костерка. Подумать о жизни, как я люблю, ребят, об этом. Просто побалдею. Ветер только успокоился. 10 часов и ветер успокоился. Да, задувал капитально, конечно. Ну ладно. Пьем чаек, отдыхаем.
Телефончик на зарядку. Пока пускай заряжается. 12 час сначала. Отлично. Так, братва, ну что, 12 час ходил, сейчас перезабросил. Все хорошо, все в норме. А один еж попался. Я его так и закинул, короче. Пошел дождь. Думал, что возле костра сидеть? Есть дождевик, скажем, но относительно могу здесь полежать. Вон, слышите, как зарядил. В общем, часик полежу, ребят, и встану, оденусь и пройдусь, перезакину. Здесь, в принципе, я даже услышу, если будет звенеть, потому что ветер успокоился, все классно. А так, есть книжка у меня закачанная, читаю там детектив. Нормально. Полежу. Ну вот, что-то как-то непонятно. В 10 какой-то проходной дурак прошел. Я думаю, ну все, началось. Не в 10, полдесятого. Вот 1,5 часа просидел в ноль. Костер зарядил, все шикарно. Вон дождь пошел. Вещи занес, ребят, самое важное. Рюкзаки под елки положил. Ладно, полежу, почитаю. Так, братва, ну что, время 1 час. Да. Сходился я, быстренько проверился. Без изменений, ребята. Немного травы. Туда-сюда. Все подправил. Добавил свеженьких. Короче, дождь таки херачит. Ну, вылетел быстро, пробежался 20 минут. В общем, заваливаюсь, ребята, отдыхать. 1 час. Ну, что будет, то будет. Как-то так. Один пролетный, но порадовал. Я думаю, утром дождь прекратится, хотя хрен знает. В общем, заваливаюсь. Сейчас еще почитаю. Усну, не усну. Если не усну, пойду, ребята, через часик проверяться. Если усну, то до завтра. Все. На связи. Фонарь, ребята, я не выключил. Ну так, пускай светит мне как-то спокойнее. Дрова закидал еще в костер. Я думаю, не потухнет. Лишь бы мороз не был, как мы с Илюхой. А то я в этой маленькой, в летней палатке пристыну. Ребята, доброе утро. Ночка, конечно, задалась вообще, дай бог. В общем, дождь херачил, получается, с 2 до 6 утра, ребята. Сейчас уже 7:30. Вот я щеманул. Но я где-то уснул, где-то после 3, наверное, где-то. Все, валялся, читал. Выходил, вот, получается, последний раз я проверку делал в час на это. И то под дождем. Во втором, наверное, не помню, ребят. Пробежался, все шикарно, все хорошо, немного травы. Быстро подбежал, завалился. И вот все лежал. А под утро хорошо уснул. Проснулся от того, ребят, то, что охотники стрелять начали. Тут недалеко есть курья старется. Наверное, там, ребята, на избушке ребята были. Потому что мотора не ходило никакого, ни одного. Вчера вечером только поднялись охотники. Ну все, что, встаем, ребята. Посмотрим обстановку. Все сырое, наверное, вообще в хлам. Жесть. Погодка. Ну, сейчас утром дождя нету, это хорошо. Это есть шанс спокойно собраться и спокойно подняться до дома. Ладно, пойдем посмотрим, что там как дела. Под утро так уснул, ребят, спалось великолепно, прям вообще. На свежем воздухе, блин. Немножко начал замерзать, потом вот в этом спальнике, ребята, есть у меня голова. Вот, допустим, на одних из спальников у меня этой нету головы, просто прямой. А здесь, получается, есть голова вот такая. Видите? Спальник идет до сюда, еще вот такая голова. Я вот так хоп, и все. И ништяк.
и забылся. Надышал себе. И шикарно. Забродники ложу вот так, ребят, в тамбур. Видите, чтобы они не промокали у меня. Фонарик, ребята, вчера не гасил. До сих пор светится. Но костер потух. Вещи под елкой были у меня. Надо, блин, что-то под эти вещи, ребят, придумать. Какой-то баннер, что ли. Чтобы если вот что-то, вот, ложить их, закрывать от дождя. Потому что вот опять сейчас рюкзаки сушить придется. Ну а что поделать? Ну да, надо какой-то баннер придумать. Вышел, ребят, на речку, посмотреть обстановочку. Что да как. Вроде все в порядке. Единственное, то, что у меня, ребят, одна закидушка валяется. Просто валяется. Это интересно. Вот смотрите, ребят, какие дела. Она вообще возле берега у меня. Блин. Тут или мусор какой-то проходящий, или рыба была. Или есть еще до сих пор. Есть рыба, ребят. Ага. Опа. На лемеха. Молодой. Ты когда вышел? Ты когда клювал? Аж видер, блин, выронил. Вот дерзкий парень. Стой. Стой. Ну тихо, брат. Тихо, роднуля. Не крупный. И хорошо сидит. Давай, бродяга. Дорастай до нужных. Я за тобой вернусь еще, ты не переживай. Пока здоровье будет. Буду биться. Блин. Не знаю. Кстати, ребят, вот сейчас вот потом подумал, то, что вот использую палку от фидера, да? А здесь же кончик, ребят, очень кольцо очень маленькое. И по траве она не подойдет. Надо палки, чтобы были верхние кончики, ребят, большие, чтобы вот эта трава не сильно забивала и просто не домотаешь с одной стороны. Малышок, карандашок. Ну, сидел, бедолага. Не знаю, во сколько клюнул. Под утро, ночью. Ну вот. Ладно, что, поставлю червя. Может, кошки еще окуня поймаем. А так уже смысла нету. Ну, вот если бы, конечно, не дождь, я бы еще пободался. Поставал каждый час. Ну, вообще не было, ребят, движухи. Не было. Проходной налим был. Ну, в принципе, нормальный. И то один. Это место капризно, ребят. Здесь воды нету. Налим здесь не стоит. Он просто проходит. Какой-то гулял вот. Выходил. Потому что здесь ямы нету. Ямы нету.
Ну вот. Может, немножко станет лучше в нашей жизни. На ветерок надо поставить, чтоб сох. Вот и чаечек, ребятки, поспел. Тихо, 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 друг. Опа. О, красота. С добрым утром. Так, ну что, чайку попил. Надо, ребятки, сматываться потихоньку. Потихоньку буду сматываться. Колокольчики. Что-то подтащило ее так. Поднесло ее. Просто утащило. Вон травы вообще немножко, по сути. Крючки уже обглоданы, ну понятно, утром. Ладно, что, сматываемся. Дождя хорошо нету, всю ночь дождь шел, охренеть. Сейчас хоть собраться нормально, без всякого вот этого замерзания рук. Все, ребят, собираюсь потихонечку. Вот, вроде палаточка ни о чем, ребят, но она не протекает, блин. Всю ночь дождь шел, а я сухенький. Все шикарно. Приезжаю домой, вот этот развешиваю. А палатка, по сути, сама сухая. Чисто вот этот сушу и складываю потом. Вот. Вот получается вот этот ассортимент. В нем можно просто жить день-два, без разницы. Даже осенью. Хорошо помещается, ребят, сейчас у меня столик. Вот этот на одного. Ну, допустим, когда есть баланы, можно там на баланчиках что-то приготовить. А так бывает, ночую на песках, чтобы как-то размещать все. Тут же, там же покушать. Что-то еще. Вот у меня залазит все в одну сумочку. Все красиво убрано. Все, лагерь быстренько собрал, да и лагеря-то особо не было. Даже дровишки остались. Там напилены у меня, там напилены сырые, там, короче, здесь еще можно ночевочку даже. Ну, я сделал разведку. Так, относительно. Налима мы увидели. Это самое главное, ребята, потому что рыбалка по налиму. В общем, сейчас
Подыму рыбу, заправимся. Ну и отправимся домой, наверное. Все. А так за мной порядок, ребята. Ну вот так должно место быть после рыбака. Неважно, тут ты ночевал, кушал просто. Дровишки с запасом. Мусор, ребята, весь собрал. Хотя многие говорят, что вот эти банки, они сгорят. Ну, зачем они здесь? Я на лодке, я не пешком отвезу все это дело. Подсобрал полянку. Здесь просто красивое очень место. Здесь я постоянно рыбачил. Да-да, не ругайся. В общем, раз будет полный бак, и уже на следующую поездку не надо будет ничего выдумывать. Знаю, что тут бензин у меня есть. Ну что, ребята, улов сегодня скромен. Как не есть скромен, но все-таки рыбку мы поймали, мы увидели. Особенно налима, Никодима. Рыбка живая. Так, пока таскаю вещи, пускай греется. Все-таки уже прохладно по ночам. Так. Бензик есть, нейтралочка. Ну что, ребята, все, еще одна ночка, ребят, по налиму. Проверил свое местечко, в принципе, налима дал. 2 налимчика на закидушке, лещ. Ну, в целом, погода помешала порыбачить, а так, в целом, великолепное место, ребята. Сколько я здесь ночевок прожил, вообще еще до камеры. По лесу пройду с рюкзачком, тут переночую. Грибочков собираю, классно. Ну, эпопея продолжается, братцы, так что скоро увидимся. Все, всем хороших выходных и хорошего настроения. Ну, я поскакал.